Ущерб главной российской беде ежегодно исчисляется триллионами рублей. Особую лепту в это вносят большегрузные машины. Движение таких махин – колоссальная нагрузка не только для дорожного полотна, но и автозимников. Состояние основной ледовой переправы республики Якутск-Нижний Бестях оценили представители Росавтодора. К сожалению, практически, опять же, 95% перевозчиков идет с перегрузом, не оформляет специальное разрешение на перевозку крупнотоннажного негабаритного груза и, соответственно, не компенсирует ущерб, который наносится автомобильной дороге. За время рабочей поездки делегация дорожного агентства преодолела более 800 километров по автозимнику трассы Вилюй. Это от Иркутской области до Мирнинского района. В этом году начинается реконструкция этой ледовой дороги для перевозки грузов мегапроекта «Силы Сибири». Это район поселка Нэпа, район Верхнечонского месторождения нефтегазового, это район Чандинского месторождения. Мы его планируем перевести из третьей категории в первую категорию. В планах устранение узких мест автозимника и строительство 2 мостов. Из-за сокращения финансирования программ Росавтодора минус 12,5%. Дорожники вышли с предложением газовикам и нефтяникам. Сейчас мы как раз обратились ко всем недропользователям, кто задействован, кто заинтересован в работе автозимника, с предложением, чтобы они тоже приняли участие в финансировании этих работ. Поэтому надеемся на их взаимопонимание, на их поддержку. Несмотря на оптимизацию бюджета, дорожное агентство выполнит планы по ремонту основных транспортных артерий, заявили представители федеральной структуры. Росавтодор в 2016 году отремонтирует 4 участка федеральной трассы Лена. Автомобильную дорогу Невер-Якутск выбрали в качестве приоритетного объекта строительства и реконструкции на федеральной дорожной сети. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести.